немножко отплыли, и нас начало уносить течение. Сотрудники Ветковского ОСВОД оказали нам помощь. Дрейфовали каля 2 километров и не могли доплысти до берега. Адпачынак з надзіманым матрацам ледзь не скончыўся трагедыяй для кампаніі. Плавальны сродак стала адносіць ад берага, і ўсе чацвёра адправіліся за ім. У вадзе іх захапіла моцнай плынню. На дапамогу прыйшлі выратавальнікі. На сегодняшний день с начала года спасен 31 человек, из них 7 несовершеннолетних. В летний период, особенно в жару, сотрудники ОСВОД работают в усиленном режиме. За последние несколько дней спасено 8 человек. Например, 1 августа на участке реки Сош у деревни Старое село Ветковского района во время рейда заметили 4: 2 девушек и 2 парней. Они держались за надувной матрас и не могли самостоятельно добраться до берега. Напоминаем, матрас – ненадежное плавсредство. При сильном ветре и течении его быстро относят от берега, и вернуться бывает непросто, особенно тем, кто неуверенно держится на воде. Нягледзячы на наяўнасць афіцыйных пляжаў, многія выбіраюць для адпачынку неабсталяваныя і забароненыя зоны. Менавіта туды накіраваны асноўныя сілы рэйдавых груп. Толькі за мінулыя выхадныя супрацоўнікі МНС праінструктавалі больш за 4,5 тысячи человек. Спасателями Гомельщины на регулярной основе проводятся рейдовые мероприятия по диким пляжам. Напоминаем вам, что места, запрещенные для купания, несут большую опасность. Напоминаем также, что купание в состоянии алкогольного опьянения строго-настрого запрещено. Если вы пришли на водоем отдыхать со своими детками, то обязательно наденьте на них спасательный жилет. И дети должны находиться у вас под присмотром на расстоянии вытянутой руки. Падчас рэйдаў работнікі МНС актыўна супрацоўнічаюць з іншымі структурамі. Узаемадзеянне службаў дазваляе больш эффектыўна кантраляваць пытанні бяспекі на вадзе. В ходе рейдовых мероприятий чаще всего выявляются нарушения правил пользования, такие как нахождение на судне без спасательного жилета, а также управление без спасательных жилетов, не имея удостоверения на право управления и без пройденных техосвидетельств в установленные законом сроки. Ратавальнікі нагадваюць, за купанне ў забароненых месцах прадугледжаны штраф да 3 базавых велічынь. Але галоўнае – гэта не грошы, а чалавечае жыццё. На дзікіх пляжах няма ратавальных пастоў, затое ёсць копанкі, вострыя камяні і каварныя віры, якія не прабачаюць памылак. Алеся Федарцова, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель».